возьму на себя ответственность поздравить дорогую Анастасию Николаевну с юбилеем. Я вот сейчас, когда услышала, что Анастасия Николаевна 75 лет, я ужаснулась, потому что для это личный подарок с 65-летием. И правда, Анастасия Николаевна, вы как женщина, для меня пример, как родитель, для меня пример, образец. И вообще, ваш великолепный французский, английский, огромный опыт работы, в том числе и за рубежом, и в сфере социальной, и в сфере международных отношений, и Сахази, и так далее, и так далее, и так далее. Мы вот с 92-го года, как только мы с Виталием Петровичем и Виталием новой ушли из Национального комитета первого состава по делам ЮНЕСКО Министерства внешних связей, с тех пор мы познакомились с Анастасией Николаевной, как однокурсницей Виталия Петровича нашего. Я вот начала, то есть продолжила дружбу с Ульяной Игоревной, поскольку мы на факультете вместе учились, и с Сарелью вместе танцевали. Вот, и Анастасия Николаевна с тех пор постоянно мы с ней работаем вместе, дружим. Если начинаем по телефону болтать, это очень надолго, потому что очень много общего, есть всегда что обсудить, чем поделиться. Дорогая Анастасия Николаевна, я тоже не буду долго говорить, но вот в качестве представителя Министерства иностранных дел России я хочу вам рамочки подарить благодарственное поздравительное письмо и в личном плане букет цветов, и вот мой ошибочный подарок. Уважаемая Анастасия Николаевна, разрешите еще раз поздравить вас с этим прекрасным днем, юбилеем. У нас с вами с 90-х годов до сегодняшнего дня доверительные, уважительные отношения, которые, конечно же, зиждятся на профессионализме вашем, высоком вашем мастерстве и, конечно же, на общей памяти тех великих людей, о которых вы упомянули сегодня. Вот. Вместе с ними у нас с вами были очень хорошие проекты, и во время работы в вашем комитете женщин, Сахара-Азии и ЮНЕСКО, когда я был начальником паспортно-визового отдела и представителем МИД России, вы принимали многих наших депутатов за рубежом у себя, и я отсюда их отправлял. И вот хотя бы вот взять таких водителей женщин, которые прославили наших якутских женщин по всему миру. Вот. И это была очень такая знаменитая вот эта поездка, которая состоялась большей частью благодаря Анастасии Николаевне, которая и по очень сложной стране, по Северной Америке, она курировала и шефствовала. Ну, Анастасия Николаевна, говорят, что один мудрец сказал, что в старости, к преклонным годам, у человека остается только один друг. Это он сам. Вот. Я желаю вам быть дружным с ним. Вот. И главное, чтобы для этого здоровья. И вот я дарю вам маленький оберег яйца. Николаевне. Вот, мне тоже очень приятно здесь быть и выступить как коллеге Анастасии Николаевне, как из представителей республики за рубежом. Вот, и до этого особенно Евгения Исаевна сказала много о женских правах и так далее, вот, о мужском шовинизме. И тут действительно, вот, Анастасия Николаевна, она женщина, которая представляла республику за рубежом. Жила в очень сложной стране, вот, крупнейшей
коммунистической стране мира, США, вот, хотя, конечно, в русской Америке. Вот, и тут было сказано, что она умеет учиться. И вот я, работая в министерстве, слышал, что вот, говорят, в Америке без машины невозможно. Поэтому Анастасия Николаевна в те годы, вот в солидном возрасте уже тогда, да, выучилась на водителя, то есть получила американские права и ездила по Соединенным Штатам Америки по хайвеям на американской машине. Потом она же была вот франкофоном, и для того, чтобы жить и работать в Америке, надо знать английский. И вот она выучила, то есть не выучила, а усовершенствовала свой уровень знания английского языка для того, чтобы свободно общаться с американцами, канадцами, ну и представителями всего мира. Вот, потому что, работая в Америке, она ездила и в Нью-Йорк, в ООН, в Вашингтон, то есть она там представляла нашу республику на переговорах с представителями со всего мира. Вот поэтому действительно нашим женщинам есть кем гордиться. И есть кем гордиться, и в том числе, я считаю, вот Анастасия Николаевна, вот ваш пример, он должен быть широко освещен нашей молодежи, нашим детям, чтобы у них были мечты. Вот, и мне очень приятно, что Анастасия Николаевна и сейчас передает свой опыт нынешнему действующему поколению работников внешних связей Республики Саха-Якутия. Она является членом Общественного совета Министерства внешних связей и по делам народов республики. Вот. И я считаю, что нынешнее поколение работников внешних связей, работая в тяжелейших условиях, оно сможет, благодаря трудным советам Анастасии Николаевны, в том числе, поддержать тот уровень внешних связей, который мы в свое время создали. Поэтому для того, чтобы Анастасия Николаевна помнила, я думаю, может, у нее есть, и даже уверен, что у нее этот альбом есть, но просто вот я думаю, как сама помнила, вот помните, Якутия лицом к миру 2002 года, раритетное издание, 21 год назад было выпущено. Вот я хочу ей подарить на каком-то таком японском пакете. Еще раз добрый день, уважаемые друзья, дорогая Анастасия Николаевна, с днем рождения у вас. Я уже вас поздравляю в социальных сетях. И просто у нас вечер такой предстоит опыт, что можно тоже поделиться откровенно, что с Анастасией Николаевной я знаком с 70-го года, при выписке из роддома. Моя мама поставила Анастасию Николаевну, было предложено имя мне, другое совсем, но Анастасия Николаевна, но оно не прошло, да, и было выпито много шампанского, ну, не много, конечно, меня выписывало. Так что с Анастасией Николаевной я знаком очень давно, и прекрасную семью ее знаю. Хотел бы вспомнить супруга Анастасии Николаевны Василия Васильевича Баженова, который, в честь которого назван ожогается у нас в Якутске. Прекрасные дети, Лена, Шура и внуки. Так что хотел бы еще раз поприветствовать Анастасию Николаевну и ее прекрасную семью. Но сегодня тоже очень приятно здесь находиться, потому что столько интересных людей, хочется каждого как-то более подробно послушать. Университет, земляки, тоже мои, как мы у Шалгавских прекрасно поздравили, поездки швейцарии маратонцы, всю Черекей. Вообще медицинская школа, вот сейчас анализируешь, была очень сильной в то время, ну и весь почти класс поступил вот на факультет иностранных языков, стал базой, кадрами республики. И поэтому вот очень важно, наверное, в любой деревне можно выучить, хорошо учить ребенка, чтобы человек получил хорошее знание и прекрасно, уверенно шел по жизни. Поэтому вот наставник, ваш опыт, ваше знание у нас обязательно востребованы. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы
у нас были такие люди, мы должны гордиться такими людьми, нашего Степана. Мне кажется, у нас все еще впереди. У меня официальная миссия, я работаю в Министерстве АРТ и хочу от нашего министра, от коллектива поздравить вас с юбилеем, вручить нашу текущую награду Министерства АРТ ЕГО за развитие АРТ, за зарплату. Вот